Падчерица главы Якутии Айсена Николаева Анна – наглядный пример того, как якутские мажоры живут по особым правилам. Пока для простых жителей путь к успеху лежит через окопы и похоронки, наследница главы региона без труда получает доступ к льготным кредитам и госзаказам благодаря кумовству и коррупции родителей. Формально у Анны Николаевой, или просто Айсеновны, как гласит ее ник в Инстаграме, на сегодняшний день только две действующие компании – ООО «Строительный рынок», ООО «Торговый дом строительный». Но ранее она владела долями в других коммерческих структурах, включая ООО «Империал Плюс», ООО «Конкурс красоты», ООО «Зеленый дом», полностью принадлежала Анне Николаевой, ликвидирована 23 апреля 2025 года, ООО «Ребус Секундис». Выручка действующих компаний за 2024 год составила 97 миллионов рублей, что показывает стабильный доход и положительную динамику на фоне исторической убыточности отдельных ее организаций. Среди деловых партнеров Айсенны представители семей и детей чиновников. Алена Пестрякова, дочь действующего сенатора Егора Борисова, совладела долей в строительном рынке и ТД «Строительный». Николай Крылов, сын покойного экс-депутата Александра Крылова. Милена Крылова, дочь того же экс-депутата. Александр Иванов и Леонид Александров, бывшие депутаты Якутской городской думы. Петр Афанасьев, бывший эксперт Республиканского управления Роскомнадзора. Лена и Иван Даниловы, партнеры по строительному рынку и связанным структурам. Алексей Наговицын, владелец рекламного агентства «Конкурс красоты» и компании «Алиарт», получавшая многомиллионные госконтракты. Основой бизнеса семьи Николаевых остается алмазодобывающая компания ПАО «Алмазы Арктики» ПАО «Алмар», где матери Анны, Людмиле Николаевой, принадлежит 32,37% акций. «Алмар» регулярно получает кредиты от подконтрольного правительству Якутии АКБ «Алмазэргиенбанк», где в разное время руководящие посты занимали Айсен и Людмила Николаевы. Через эту же сеть финансовой поддержки косвенно обеспечивается и деятельность компаний-дочери, включая строительный рынок и ТД «Строительный». До июля 2016 года ее мать Людмила тоже входила в число совладельцев строительного бизнеса. Пока ее отец уже 4-й год помогает Кремлю вести войну и отправляет на убой тысячи якутян, заманиваясь деньгами, патриотичная дочь главы Якутии ведет беззаботную жизнь, пользуясь благами семейных коррупционных схем. В шапке профиля в запрещенном в РФ Instagram, да еще и на вражеском английском, красуется надпись «I am proud to be a Russian». Возникает закономерный вопрос: если она так гордится своей страной, то, может, надо отправить на фронт мужа